Многие привычные нам слова, понятия, фразы, в том числе употребляемые по отношению к людям с инвалидностью, по сути свои ярлыки и оскорбительные стереотипы. Существует множество терминов, которые мы должны знать для достижения инклюзии. То, как мы говорим, тесно связано с тем, что думаем и как ведем себя по отношению к другим людям. Поэтому мы решили узнать уровень инклюзивной культуры жителей нашего города. Что такое шрифт Брайля? Этого я не знаю. Нет. Я не знаю. Это шрифт, который пишут для тех, кто плохо видит. Шрифт Брайля? Да. Это не тот, по которому слепые люди смотрят, читают, понимают. Это шрифт, который используется для слабовидящих. Каждый из вас замечал точки на пульте. Так вот, все эти точки на множестве остальных предметах, таких как книги, клавиатура, кнопки в лифте, предназначены для письма и чтения незрячими и слабовидящими людьми. Идея заключается в кодировании букв и других символов на гладкой поверхности с помощью выпуклых точек, расположенных на определенных позициях. Кто такой сурдопереводчик? Я не знаю. Нет. А человек, который помогает переводить людям, которые глухонемые. С теми, кто плохо слышит, говорит, вот это и есть сурдопереводчик, связывает нас. А сурдопереводчик – это который знает язык жестов и помогает глухонемым. Не так много людей знают о том, что эта профессия является одной из самых востребованных и оплачиваемых в нашем городе из-за нехватки квалифицированных специалистов в этой области. На самом деле сурдопереводчик занимается переводом с языка жестов и обратно. Не так давно мы делали сюжет об этой профессии, который вы можете найти на нашем YouTube-канале. Что такое инклюзивное образование? Нет. Я не знаю. Ой, я не знаю даже. Нет. Я не знаю. Это образование, при котором доступная среда для обучения, как для детей с инвалидностью и без. Большинство учебных заведений переходят на инклюзивное образование. Сам термин «инклюзия» означает «доступная среда», а инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления к различным нуждам, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями. То есть обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия для удовлетворения различных потребностей в обучении. Чем отличаются люди с ограниченными возможностями от людей с инвалидностью? Я считаю, что ничем все равны. Это то же самое? То, по-моему, ничего. По-моему, одно и то же. Этого я тоже не знаю. Не знаю даже. Ну, с инвалидностью, я думаю, они могут найти все-таки применение, да, в социуме освоиться и найти себе применение в жизни. Но с ограниченными возможностями все-таки им труднее. Многие считают термин «люди с ограниченными возможностями здоровья» толерантным синонимом понятия «люди с инвалидностью». Это пересекающиеся группы, но люди с ограниченными возможностями здоровья – это лица, чьи возможности ограничены временно. Например, вы сломали ногу, и на время ношения гипса вы являетесь человеком с ограниченными возможностями здоровья. У человека с инвалидностью возможности его личной жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его физических, умственных, сенсорных или психических отклонений. Начинать решать проблемы социальной адаптации кого бы то ни было надо с общества, с себя и прямо сейчас. И пока существуют такие ситуации, никакие пандусы, подъемники, поручни и лифты не уменьшат пропасти между обществом и людьми с инвалидностью. Есть множество видов терапии для людей с инвалидностью, таких как танцевальная терапия, куклотерапия, музыкотерапия и множество других. Так вот, арт-терапия является одной из них. Под ней обычно подразумевается терапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействия на психоэмоциональное состояние пациента. Арт-терапия способствует гармонизации психического состояния через развитие способностей самовыражения и самопознания. К арт-терапии относятся эбру, лепка, оригами, рисование и многое другое. Студия творчества Татьяны Тариновой уже 6-й год занимается рисованием с детьми с синдромом аутизма. Рисуем именно времена года, да, чтобы они как-то начинали, да, анализировать и наблюдать. Рисуем пошагово, да, то есть они сейчас уже
Мне с ними легко уже, да, то есть они уже знают, приходят и сразу уже готовые, знают, что делать, как делать. Поначалу, конечно, было чуть-чуть сложно, но дети молодцы. И сами наблюдаем, что в процессе они сами успокаиваются, им нравится рисовать, всем детям, да. В будущем планируем песочную терапию, да, то есть рисование на песке, на воде. Когда Татьяна Васильевна сказала, что приглашает наших детей в свою студию, мы с радостью согласились, и прямо с первых занятий нам очень понравилось. Самое главное, это понравилось сыну. И с тех пор прямо без пропуска он ходит на занятия. Он сам самостоятельно собирает свои вещи, краски, холст и все, что нужно для занятия. Он научился копировать изображения, научился повторять очередность действий. Интересно, ему нравится. Он знает, что в это время мы идем сюда на занятия. И, в общем, с удовольствием занимается. Цель арт-терапии состоит в гармонизации психического состояния через развитие способности самовыражения и самопознания. Целью применения искусства в терапевтических целях состоит в том, что с его помощью можно на символическом уровне выразить и исследовать самые разные чувства и эмоции человека. Арт-терапия развивает мелкую моторику, творчество и воображение, создает эмоционально положительный настрой у детей и взрослых, а также является хорошим средством успокоения и преодоления стресса. Именно терапия заключается в том, что человек постепенно меняется. Она именно им полезна в том, что они могут выразить именно внутреннее свое состояние. Потому что понаблюдав именно с детьми, которые инвалиды именно, они не могут выразить именно внутреннее свое состояние. А методом арт-терапии они могут именно высказать свое внутреннее состояние. Методика арт-терапии базируется на убеждении, что содержание внутреннего «я» человека отражается в зрительных образах всякий раз, когда он рисует, пишет картину или лепит скульптуру, в ходе чего происходит гармонизация состояния психики. Нетрадиционные формы работы доставляют детям множество положительных эмоций, что позволяет преодолеть робость, страх. Ценностью арт-терапии выступает не результат, а сама личность участника, что является особенно важным при работе с людьми с инвалидностью. Как осуществляется реализация проекта ПИН? Проект ПИН – персональный информационный навигатор для детей с инвалидностью – это годовая программа, где маршрут обеспечения ребенка расписан по месяцам на весь год. Проект осуществляется в России с 2017 года для каждого ребенка с инвалидностью, состоящего на учете в региональном отделении Фонда социального страхования. Каждого ребенка-инвалида, который обращается с заявлением на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, мы составляем индивидуально такой социально-персональный информационный навигатор. В период 2017 года я скажу такие цифры, что мы оформили именно таких пинов 283 штуки, за 2018 год около 800 штук и с января 2019 года примерно 70 штук. В результате внедрения проекта ПИН будут достигнуты индивидуальный подход к каждому ребенку, повышение уровня информированности законных представителей детей с инвалидностью о правах на получение услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за счет бюджетных средств. Качественное оказание государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации протезно-ортопедическими изделиями. ПИН информирует законных представителей детей о сроках доставки технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, способах информирования о доставке, контактные данные. При независящих от причин, когда несостоявшийся конкурс и аукцион, то есть когда поставщики не уходят именно обеспечение ТСР-ПАИ, мы в срочном порядке оповещаем родителей.
Цель проекта заключается в системе предварительного уведомления представителей детей с инвалидностью о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями за счет бюджетных средств. Более подробную информацию вы можете получить по горячей линии Фонда социального страхования Российской Федерации Республики Саха-Якутия 8 41 12 315 888. Маленький Рон Ковик восторженно провожает глазами военный строй. Проходит несколько лет, и молодой, полный сил юноша, вроде которого Том Круз, грамотно обработанный государственной пропагандистской машиной, встает под ружьем, чтобы защищать свою родину. Вместе с тысячами патриотично настроенных солдат он отправляется во Вьетнам. Полученное ранение позвоночника навсегда приковывает Рона к инвалидному креслу. Лишенный возможности полноценно жить, молодой человек чувствует себя преданным своей страной. У Рона теперь сколько угодно времени для размышлений, а они весьма неприятны. Его использовали так же, как и сотни других молодых парней. После множества драматических приключений он решает покаяться перед родителями убитого им сослуживца и присоединиться к антивоенному движению ветеранов. И только тогда он снова обретает себя. Правительство учиняет множество препятствий пацифистам, но ветераны не сдаются. Священная борьба за мир вновь вернула их к жизни, и теперь их не остановить. Саймон Бирч – американский художественный фильм по мотивам романа Джона Ирвинга «Молитва об Оуни Минни». Экранизировал картину режиссер Марк Стивен Джонс. Саймон Бирч считает, что Бог создал его для особой героической цели. Саймон и его лучший друг Джо – изгои в крошечном городке Новой Англии. Джо – незаконно рожденный сын городской красотки, а Саймон в возрасте 12 лет настолько мал, что все еще играет младенца Иисуса на рождественских постановках. Их дружба подвергается испытанию, когда Саймон мечом попадает по матери Джо так, что убивает ее. Вместе они пытаются найти отца Джо, в процессе чего Саймон понимает, что для него пришло время исполнить свое предназначение. Это фильм о дружбе, о взрослении, о вере и о подвигах.